Ну, в Астраханской области традиционно проживают 4 группы ногайского происхождения, которые, собственно, субэтнические группы ногайского народа. Это нагайцы-карагаши, к которым я имею честь относиться, юртовские нагайцы, потомки Астраханского ханства, утары, нагайцы-утары и кундрусские нагайцы. Жизнь нагайцев астраханских, она, так скажем, чем интересна? Дело в том, что в 30-е годы, там директив даже примерно 25-26 года, нас причислили к татарам. И вот считалось очень долго, до 80-х годов, что в Астрахани вообще никаких нагайцев нет. Сейчас у нас представители юртовских нагайцев, которые почти 90 лет ориентировались, да, на Казань по своей культуре, по языку, у них, да, такой всплеск, можно сказать, как Лев Николаевич Гумилев сказал бы, пассионарности. Да, они начали вспоминать свои корни, подняли материалы метрис их, там четко написано именно Нугай, арабица. На меня повлияла моя бабушка. Вернее, она не родная бабушка, а старшая сестра моего отца. Она как-то вот так вот спросила: а кто ты по национальности, Балам, да, сыночек? И я сказал: татарин, как меня учили в детстве. Говорит: нет, ты не прав. И у меня как-то когнитивный диссонанс, да, как это так? А кто же я тогда, да, несколько раз так вот она, так скажем, ковыряет, задает этот вопрос. Я говорю: кто я тогда? Он говорит: ты нагаец. Меня зовут Альмухамедов Ильдар Салаватович. Я сам родом, у нас есть поселок такой, Аксарайский. На нашем языке мы его называем Аксарай. Белый город переводится. Вот, он находится в Красноярском районе Астраханской области. Сам я по национальности нагаец-карагаш. Карагаш Нугайлар, ну, мы сами так себя называем. Занимаемся национальной культурой нашей. Наша организация направлена на то, чтобы сохранить, как бы достать то, что забыто, запечатлеть это, все, что было утеряно, восстановить. Особенно это касается языка, традиций, внешнего вида, костюмов. Для чего мы проводим, для чего мы стараемся удержать наши традиции, сохранить их и внедрить сейчас в наше общество, в наше нагайское общество, да, можно сказать, для того, чтобы мы могли показать свою идентичность и тем самым показать в хорошем смысле, чем мы отличаемся, потому что то, что нас объединяет в Российской Федерации, мы и так все знаем. Это язык, это флаг, это вот все вот наши вот традиции, которые были вот уже на протяжении многих десятков лет. Это вот все, это мы все знаем и так. А вот именно то, что у каждого народа своя личная, как говорится, идентичность есть, нам нужно сейчас сохранять, чтобы это и для истории нужно, это нужно и для других национальностей, но в первую очередь это нужно для нас. Я считаю то, что только за счет того, что благодаря политике, мудрой политике Российской Федерации, мы, все народы Российской Федерации, сохранились до сегодняшнего дня.